Скажите, пожалуйста, вот сейчас произошло признание геноцида, ну и оккупации Чечни в украинском парламенте. Что это дает народу Чечни? Конечно, на самом деле это эпохальное событие в истории чеченского народа. Чеченцы издревле боролись за свою свободу, за независимость, пытались освободиться от колониальной зависимости России. И последний этап современной борьбы, современной истории – это противостояние, активная фаза противостояния началась еще в 95 году, ну, в 94-м, но сам конфликт, он возник и начал развиваться практически с 91 года, с момента избрания первого президента Чеченской республики Ичкерия Джохара Дудаева и провозглашения нашей независимости. То есть подтверждение чеченской независимости, которое было провозглашено еще в 90-м году в бытность СССР. И вот с этого времени практически началась вот такая открытая фаза противостояния, которая перешла в горячую фазу войны с 94-го и, можно считать, по сегодняшний день. И вот то, что произошло 18 октября в Украине, то есть Верховная Рада Украины признала нашу территорию Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной и признала геноцид чеченского народа, это дает огромные возможности для нас, для продолжение нашей борьбы, продолжение борьбы за деоккупацию нашей страны. А сам факт геноцида, да, в 2004 году Европейский Союз признал депортацию чеченцев и ингушей в Казахстан, Сибирь геноцидом, но дальше развития оно не получило. А вот за эти последние 30 лет Чеченская республика потеряла более 300 тысяч только гражданского населения за эти две войны. То есть за войну, которую Ельцин развязал в 1994 году, которая продолжается по сей день. Из них более 42 тысяч дети. И вы понимаете, что это означает для населения, которое чуть больше миллиона. Вот такие огромные потери. Разрушена была вся инфраструктура, экономика вся была разрушена. И, конечно же, для нас вот сам факт признания Верховной Рады геноцид и оккупированной территории, что территория оккупирована, это дает огромные возможности с тем, чтобы мы могли не только продолжить борьбу за свою независимость, но еще и привлечь к ответственности тех, кто совершили эти военные преступления. Еще в 2018 году наше правительство совместно с правозащитной организацией «Мир и права человека» мы подали иск Гаагу, мы в трибунал, военный трибунал по преступлениям, которые были совершены в Чечне. И вот теперь уже перспектива, то, что Украина признала и геноцид, и территория оккупирована, это практически есть признание того, что Россия совершила агрессию и совершила военные преступления. И мы уверены в том, что это прецедент, который начался с Украины, найдет своих последователей в других европейских странах бывшего СНГ. И я думаю, что нам удастся все-таки добиться того, чтобы военный трибунал в Гааге начал рассматривать наш иск против России и против российских военных преступников во главе с Путиным. И в этом отношении признание Верховной Рады – это очень огромное значение. И правовое, и политическое, и символическое, и моральное. Во всех отношениях это очень сильный акт. За что мы, кстати, очень признательны и благодарны и Верховной Раде Украины, и всему украинскому народу. Еще хочу просто добавить, это еще важно и потому, что сегодня на самом деле, несмотря на те тяжести, которые сегодня переносит украинский народ и украинское государство, Украина сегодня в современном мире стала лидером свободного мира. И ее отношение к той проблеме, которую пережил чеченский народ, это очень дорогого стоит. Хотела еще уточнить, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что оккупацию, геноцид Чечне уже признала то ли страна Балтии, то ли Грузия. Мы не первые, кто признал геноцид, по-моему. Нет, Украина как страна, отдельная страна, вы первые. Поэтому я и говорю, и подчеркиваю
почему это и ценно, и почему вы сегодня на самом деле заслуженно носите имя лидера свободного мира на нашем континенте. Это однозначно, это без преувеличения. Я вам говорил о признании геноцида 1944 года, которое произошло в 2004 году. Это Европарламент Европейского Союза, они признали, то есть рекомендовали странам, входящим в состав Европейского Союза, признать геноцид. Но дальше этого оно не пошло. И ни одна из стран персонально, как сегодня сделала Украина, акт геноцида не признали. Украина – это первая страна, которая признала этот акт геноцида. И да, прибалтийские страны признали Россию, Эстония, по-моему, признала Россию спонсором терроризма. А сам геноцид чеченского народа признан только Украиной. Но я уверен, что в дальнейшем это будет хорошим прецедентом и для других республик, и для других стран европейских.